Медики должны быть как белый халат. Говоря про аконит, вот синяк под глазом, 2 миллиона 800. Да, за него просили очень многие влиятельные люди. Он должен сидеть в тюрьме. Говоря о заработной плате врачей, вы говорили, что зарплата увеличится до $1000. Когда это произойдет и сколько денег вложено в бюджет в этом году? При Советском Союзе наше здравоохранение выходило в пятерку лучших здравоохранений в Советском Союзе. Специалисты нашего Кыргызстана, они ценились тоже в Советском Союзе. И наши профессора-академики делали такие же операции, как и за рубежом. А с рыночной экономики многие наши квалифицированные специалисты, учитывая малые зарплаты, многие уехали в соседние республики. Я провел анализ тех республик, тех стран, которые уехали наши кыргызстанцы. В основном они заработают от 800 до $1000 в месяц. Если мы доведем зарплату на 800 тысяч долларов, то многие наши специалисты вернутся, потому что их семьи здесь. И, естественно, там, работая в других странах, они живут в квартирах, они живут без условий, а здесь семья, дети, естественно, они вернутся. Учитывая это, я поставил перед собой цель поднять зарплату до $1000, и никаких не будет недостатков специалистов квалифицированных. В настоящее время за 15 лет не поднималась зарплата. 1 апреля 2021 года мы подняли на 100% участковым врачам. Это базисно, если раньше было 5000 сомов, сейчас стало 10. Остальным врачам подняли базисную на 50%, это 7,5. И с этими добавлениями в среднем сейчас врачи, участковые врачи получают от 15 до 20 тысяч сомов. Зарплата врача очень низкая, а для того, чтобы прожить в семье из 3 человек на 15-20 тысяч сомов, это очень трудно. А сколько денег вложено в бюджет на этот год? Здравоохранение 19 миллиардов сомов вложено, это зарплата. А мы будем поднимать зарплату за счет оптимизации здравоохранения. Мы в течение года проводим оптимизации. Первый раз мы подняли зарплаты за счет оптимизации здравоохранения. Говоря об оттоке врачей в другие страны, да, в зарубежные страны, вот вы перечислили один из методов того, чтобы удержать, наверное, да, или заинтересовать работать именно в Кыргызской республике, увеличение зарплат. Что еще делается для того, чтобы удержать их? Мы сейчас разработали программу правительства о том, чтобы улучшить жизнь медиков. И в основном у нас недостаточно медиков в регионах, потому что молодой специалист приходит в регион. Первое – это низкая зарплата, второе – нет жилья, третье – нет условий. И мы сейчас местными органами, акимами договариваемся, что мы отправляем молодого специалиста, обеспечить жильем, обеспечить там, разными льготами. И у нас работает депозит врача. То есть врач, который едет работать в регионы, кроме зарплаты автоматически в его счет поступают деньги в виде 38 тысяч сомов в квартал. Это тоже за какое-то 3 месяца, то есть 3 года она накопится для молодого врача купить что-то. Мы все граждане, у нас есть страхование, медицинское страхование. Как оно должно работать в идеале? Почему на сегодняшний день мы не видим никакой результат именно страхования медицинского? То есть оно должно, по идее, покрывать какую-то часть лечения, например. Мы
предложили свою программу в парламент, но мы не успели. Второе, вы меня спросили, где мы можем взять деньги для зарплаты. Во всех странах, кто выезжает в страну, платит медицинскую страховку. В других странах она очень большая, в других странах мелкая. Мы сейчас, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, предложили в парламент первое, это страховка иностранных граждан и студентов по $200. Когда мы выезжаем в другие страны, от 300 до $500 мы платим страхование. Да. А они в год, чтобы заплатили нам страхование по $200, это им будет не так уж трудно, когда они учатся, платят 3-5 тысяч $. И вы очень хороший задали вопрос. Все люди в Кыргызстане должны иметь медицинское страхование. Да, ну вот мы на сегодняшний день, насколько я знаю, мы в ФОМСе идем, берем страхование, вот у меня тоже есть, но на сегодняшний день, за 25 лет моей жизни, я ни разу его не применяла. Но видите, как она должна работать? Тот, который система была внедрена, она была внедрена таким образом, что кто застрахован при лечении стационарное, при лечении этот имеет какие-то льготы. То есть это льготы какие? Первое, кто застрахован, там при госпитализации платит от 1500 до 2000 сомов. И лечение должно быть бесплатно. Если не застрахован, то от 3800 до 4000 сомов. Но с другой стороны, те лекарства, которые должны быть бесплатны при страхованным людям, они в больницах нету, и поэтому многие наши граждане, естественно, недовольны тем, что какую-то часть только лекарства мы можем обеспечить в больницах, а какую не можем, и пишем мы, чтобы они покупали. А на самом деле система, мы сейчас запланировали, система должна быть так, что человек должен быть застрахован и должен каждый месяц вносить какую-то сумму. И в последующем, когда он заболеет, то он должен и за счет средств медицинской страховки лечиться бесплатно. У меня такой вопрос. Что с электронной базой данных лекарств и в чем ее преимущество? В 2020 году мы видели, что во время COVID-19 в июньских событиях, когда нужно было лекарство для ковида, естественно, бизнесмены и предприниматели подняли цену 5-10 раз. И мы не могли контролировать. И после этого мы начали работать, обратились мы разным компаниям и выбрали турецкую компанию сейчас в настоящее время. Он будет делать цифровизацию лекарств. Почему мы это будем делать? Потому что в настоящее время мы не можем контролировать контрабандой лекарства, а те лекарства, которые привозят контрабандой, они не проходят сертификации, и мы не знаем качества, мы не знаем эффективности этих лекарств. Вот недавно в Министерстве здравоохранения проводился аудит. На какую сумму выявлены были, может быть, возможно, нарушения? Какие материалы вы передали в правоохранительные органы? Очень много руководителей работали 20-30-летиями, и не было никаких прогресса в этих больницах. Потому что есть молодые руководители, которые приходят в руководящие роли, через какое-то время достигают очень многих результатов. То есть улучшает материальную сторону больницы, покупает медицинское оборудование и улучшается качество. А те, которые сидели годами, и некоторые, они привыкли получать энную сумму денег из бюджета. И тогда мы решили
провести аудит по всем медучреждениям Кыргызстана. И были выявлены очень много недостатков. Но учитывая то, что некоторые есть какая-то определенная сумма денег, мы их заставляли, чтобы они выносили в кассу. Вносили то, что должно было возвратиться, не возвратили. А есть 17 учреждений, которые миллионами воровали государство. И, естественно, мы выявили, и 17 медучреждений отдали на расследование в на правоохранительный орган, орган. Если привести один пример, который последние 2 месяца имело большой резонанс среди общественности, среди населения, это кардиология. Да, что же произошло? Это кардиология. Мы когда проверили, я не стал выносить это на большую общественность, там позвал я руководителей, чтобы они заплатили. Проверили 1 месяц компьютерной томографии, которая работает, а там налево ушло 43 результата. То есть это, считайте, 43 умножить на 2500 сомов, в карман уходила энная сумма. И это если на год, на 2, на 5 лет, это огромная сумма денег. И поэтому я руководителям сказал, давайте, мы, говорю, заплатите, они заплатили. И я сказал, если есть у вас совесть, когда люди страдали, умирали 20-21 годы, а вы брали у людей энную сумму, надо было хоть вносить государство, они не могли государство вносить. Я этот оставил в сторону, потому что там очень большой был резонанс, что я хочу директора кардиологии проверить за то, что он получил заслуженного врача. Я каждый год по 100, по 200 врачам подписываю на госнаграды. И когда он подал на госнаграды на заслуженного врача, я никогда не мешаюсь. Комиссия решила, что будем давать пока простым врачам, которые днем и ночью работали в красной зоне, и его отклонили. Отклонили. И, естественно, 2-3 раза ко мне заходил подписать. Я сказал, нет, комиссия решила. И, ну, он в конце концов получил. Я знаю, как он получил. За вознаграждение получил в Белом доме. И все подумали, что я из-за того, что не пропустили, его получил, и я из-за этого начал проверять. А планового порядка проверялось. Есть там кыргызско-индийский проект, который должна была направлена на улучшение здравоохранения, улучшение кардиологической службы в Кыргызстане. И этот директор и с бухгалтером сами хотели, куда хотели, деньги девали. Например, из 2 800 000 сомов нет никаких расходных каких-то. Там, оказывается, расходы были такие, что выезжали зимою в лыжную базу, платили в лыжных базах и кушали, пили пиво, пили спиртные, в основном пили виски. И эти все расходы, они клеили, что вот расходы. Или взять то, что... 2 800 000. Да. И возмутило то, что последний год они брали деньги, и нигде она не фиксировалась. Мы один случай только, $25 000 в июне 2020 года была взята. И мы у них спросили, это же как проект, как этот, они автоматически попадают, как бюджетные деньги. Куда делись? Они начали искать, начали тянуть время, и через дней 10 из $25 000 они заплатили 19 000 в кассу. И мы когда спросили,
А эти деньги где были? Он говорит, у меня, говорит, на всякий случай, говорит, был, говорит, в кабинете где-то. Ну, естественно, он искал, нашел и заплатил. Откуда эти деньги? Какая служба проверяла вообще? Какая? Не, ну, Проверку кто проводил? Какая служба? Не, он сам пришел и положил с бухгалтером в кассу, что вот мы, говорит, возвратили. Это 1,5 года у них было В кабинете, в сейфе столько денег хранилось? Да. А если в кабинете был бы, он на тот же день бы показал, или на следующий день. А через 10 дней они тянули, через 10 дней принесли в кассу, положили. Они собрали, с родственниками собрали, или как-то собрали. Это маленький ребенок знает что-то. Я не хочу, и другие вот такие нарушения, очень большие нарушения. Естественно, за него просили очень многие влиятельные люди, но у меня характер такой, что для того, чтобы совесть моя чиста, я должен всегда делать открыто, объективно. Я никогда ничего не скрываю, что-то где-то. То, что выявил, я им сказал, ты не соответствуешь. Да. И, естественно, его, оказывается, есть сторонники, молодые люди, начали писать, начали президенту, начали премьер-министру, начали все. Я пришел, показал все то, что была аудиторская справка. И, естественно, они сказали, да, он не только должен занимать эту должность, он должен сидеть в тюрьме, как я сказал. А на сегодняшний день вообще есть ли зарегистрировано на него дело? По этому делу проводится проверка? По этому делу сейчас правоохранительные органы занимаются. Я так думаю, что мы, когда будут результаты, мы вам скажем. Скажем, потому что есть и другие очень большие нарушения директорами, главврачами других медицинских учреждений. Для того, чтобы мы остановить, медики должны быть как белый халат, чистыми. Тогда народ поймет, что те деньги, которые направлены для медицины, никто не ворует. Открылась кыргызско-турецкая больница. Как она работает? Как можно туда попасть на лечение? Кто туда попадает? Да? Кыргызско-турецкая больница «Достух», она должна была открыться давно. Но из-за объективно-субъективных причин она где-то остановилась. Как только я стал министром, я выезжал 3 раза в Турцию, встречался с министром здравоохранения, встречался с спикером, встречался с другими, и мы этот процесс продвинули. И в конце концов летом турецкая клиника начала работать. В настоящее время она работает не могу сказать на 100%, 80%. Раньше мы отправляли, Минздрав отправляли те тяжелые формы заболевания в другие страны. А сейчас мы отправляем в турецкую больницу. Они провели энное количество операций, лечения, бесплатно проводится лечение, бесплатная операция. Вот как туда попасть на бесплатное лечение? Заболел человек острым инфарктом. Привозит, ложит, все проводят анализы, коронарографию и стендирование стоит в турецкой клинике 50 тысяч сомов. Так. А в других клиниках 3,5 до 6 тысяч долларов. И поэтому в настоящее время экстренно днем и ночью принимает турецкая клиника «Достух». А те, которые простые граждане, они могут прийти, там есть у них поликлиника, проводит все дорогостоящие обследования. Открыта дверь круглосуточно. Говоря про аконит, на сегодняшний день имеется ли статистика по лечению именно с аконитом? Я себе в августе 2021 года дал слово, пока экспериментальные клинические испытания не даст результатов, я думал, не говорить про аконит, потому что люди
большой резонанс был всегда. Ну, на сегодняшний день же, после того случая, ну, как вы с президентом, да, опять-таки решились на лечение аконитом, вы представили общественности аконит, определенное количество людей все-таки лечилось по этому методу. Она дала свою эффективность, и многие вылечились. Все. А на сегодняшний день статистики не имеет? Не, я хочу пропустить этот вопрос. Вот синяк под глазом. Вот что произошло все-таки, да? Вот говорили то, что вы сажали деревья. Я каждую неделю выезжаю в Алтын-Балалых, потому что 1 июня мы хотим сдать Алтын-Балалых. И с ребятами мы выезжаем в горы, 7-8-метровые елки покупаем, и метров 500 или 1000 мы тянем вниз, потом грузим машину, привозим Алтын-Балалых и сажаем. Это около 100 таких посадили. Да. И один прекрасный день я приехал туда, и я начал тоже помогать. И очень большая елка. Последующие мои ребята не стали его сажать, говорит, это такой резонанс, говорит. И вот эта елка упала. Хорошо, что я последний своем, когда выступал в Жогорку Кеңеше, спасибо сказал депутату Балбаева. Он где-то рядом оказался, и он поднял. Ага. Поднял, мне помог. Я имею на всеуслышание Кыргызстану сказал, что спасибо, что если не он бы, я бы и лежал бы, сколько не знаю, потому что ребята пока прибегут, а он каким-то случаем проходил там и прибежал, и поднял, посадил меня, и вытер, и помог мне. В какой-то момент я потерял свою... Это что происходит? Глаза начали болеть. Нет, это у всех моргает. О, Боже.